Да, еще заброс, пару забросов сделаем, может там еще. Таких перекатов мало. А что есть рыба, где вот клюет, именно вот так, на таких перекатах, где вот большое течение. А эта река такая, что мало таких перекатов. Вон опять, ну очень мелкая. Приблизился там. Там еще ниже такой всплеск такой. Но здесь потом мелководье где-то вода на 20 сантиметров, не больше. Помнится, в прошлом, нет, года 3 или 4 назад тоже поздняя осень была, уже осень поздняя, уже снег кругом. А я возвращался вот здесь с охоты и увидел как-то, за рябчиком гонялся, в общем, и увидел здесь утки сидели, вот здесь вот, именно на этом месте. И здесь все равно как-то трава, хоть и больше вода поднимается, трава все равно видна. И здесь, наверное, кряку, вот эту тут траву они ели. Короче, я подошел, там целая партия сидела она. И удалось мне одного только добыть. Что-то я стрельнул, он опять подходил и ушел. И в партию выстрелил, а только одна штука упала и попал в одну утку. Мелочь там прыгает. Хорошо, что дождя нету. Ага, ударчик. Лев. Я думал, рыба. Да. Нету рыбы. Была бы, все равно хоть подходила или убежала, видели бы, а не видим, рыбу не видим. Может, все на верховье или в ручьях. Ну и здесь пока нифига. Ну все, дальше поплывем. Я тоже уже местами тоже спиннинг кидаю уже на готове. Спиннинг на готове. Так. Как-то тоже у меня была тема насчет валежника. Вот дерево погибло, вот с корнем все упало, вот лежит. А никому не нужное дерево. А на дрова нельзя пилить, вообще такие деревья. Все идет в реку, река засоряется, трогать нельзя. А если разрешили возле рек, там, скажем, вот спилить и как-то вывести или еще, все равно она гниет. Вот сколько деревьев. Не только, вот, скажем, возле реки, осторожно, там мир. Не только возле реки, а, скажем, возле дорог или еще. Вот так вот. Все гниет. Пусть гниет, но трогать нельзя. Пусть лучше в Китай увезут все. Так лучше кому-то. Айда. Айда гуляет. А мы рыбачим. Плывем по течению. Вот только рыбы. Сколько приходится кидать. Маловато, однако. Перед тем, как выехать из дома, мне так и сказали, что на этой реке нету рыбы. Говорят, а оказывается, так и есть. Сейчас уже убедились сами, что рыбы есть, но очень мало так попадается. И опять уже уплыла на тот берег. Спокойно так плавает. Вот тулана здесь тоже научить надо, вот на таких, как узких речках. Он быстрее научится, чем на широкой реке. Вот так. Там опять такой заторчик небольшой. На моторке перепрыгнули, а сейчас опять придется нам вставать, толкать. И айда параллельно нам. Как бобер. Окушок. Айда.
Иди по берегу. Я мой дефолт. И вот это иди. Давай шибы. Иди. Айда уйди. Хороший омут здесь, глубокий. Здесь, наверное, колебалку прицепим, да, может, колебалкой покидаем, или я не знаю, чем еще попробовать. О, жигантик. Отпусти, нормально, сейчас поснимаю. Опа. Вот так вот ушел. Ну, здесь омут, я здесь колебалкой, сейчас я и порыбачу. Глубоко, тут страшное место тоже. Нечка начать, авиа научит на нечки. Выскочили рябчики. Где-то примерно 6-7 штук, наверное. Уже летают. Но, конечно, их найти здесь. О, надо беситься. Над головой там в этих березах 2 штуки села, и остальные вон туда полетели. Летают уже. Но мелкие они все равно. До середины сентября они как-то. Вон, 5 взлетели. 6-7 штук. Бывает и больше. 10-12 максимум. Вот здесь. Ну вот если лень вставать где-то вот на этих елках они 2 штуки вон сели. Конечно, трудно их заметить сейчас. Листва, они выпавшие. Они маскируются там. Пусть сидят. Осенней охоты дождемся и поохотимся на них. Это будет где-то в октябре. Есть? Долгожданчик. Мелкий, вообще мелочь, пускай. Вот тут мелко. Вместо мелкой может из-за этого и рыба тут тоже не крупная. На ямах тоже пробовали, но что-то ничего тоже не клюет. Все так же не получается заснять. Включаешь камеру, там холостую кидаешь, гигабайт, вон всплеск небольшой. Есть? Ну, это более-менее как сопротивляется. Но тоже небольшой. Ну, это уже нормально. Это нормально. Этот сильным течением перекат мне запомнилось один раз. Как-то тоже моторка у меня сломалась, когда я поднимался на избу. И я, короче, веслом поднимался, там уналыптыс. И невозможно веслом толкать, там, поднимать, плыть на лодке. Ни в какую, сил не хватает, чтобы веслом вот толкать, и еще полноводье, там воды больше было. Сейчас вот летний уровень, более-менее весло достает. И приходилось мне вот за эти ивы тянуть лодку. Тащил я, в общем,
Я сижу в лодке и тащу себя и лодку, ну, ухватываюсь вот в эти ивы. Да такое большое сильное течение тут. И там тоже глубина. И сверху там и глубокий омут. И там еще ниже тоже перекат. Сейчас тоже поснимаю, наверное. Да, нехорошее место тоже тут. Фу, блин. Там сужение идет речки, и течение из-за этого большое получается. Там по спиннингуям, там хорошее тоже местечко. Не успел включить камеру, хороший хариус попался с этого переката. И течение хорошее. И вот на таких течениях по одной штуке, не больше. Одну штуку поймаем и все, больше не ловится. И сейчас вот плыву, я по сторонам смотрю, много смотрю тоже. И где вот рябина, сейчас под глазами, ну справа там рябина тоже была. Где кусты рябины, там короче, везде ягоды. Ягоды рябины очень много в этом году. Так что охотники на медведя могут рассчитывать на бочку жира. Сейчас жир будет копить медведь. И рябины много. Они тоже очень любят рябину кушать. Так что корм для них, пища есть. Айда тоже вот пришла. Вот потом хоть старайся, не старайся, ну, почти не ловится. Одну штуку поймаешь и все. Вышло солнце, выглянуло солнце. Тепло. Но оно опять за 20 уже. Второй хариус. Интересно. Блин, там коряга. Зацеп. Ушел, да. Но она чуть-чуть покрупнее. Сейчас чуть-чуть я спущусь. Ну, одного упустили. Вот эта коряга помешала там. Зацепилась за корягу и рыба ушла. Ну, чем крупнее рыба, быстрее уходит. Как всегда. У всех рыбаков так. Ему, конечно. О, опять подход был, да. Я видел его. Интересно так толканул. Надо, наверное, высадиться нам на песок и оттуда покидать. Сейчас еще чуть-чуть покидаем отсюда и... Ну-ка, айда, фу! Айда, фу! Теперь отправлюсь на тот берег и с песка там покидаем. Заодно я тоже удочку возьму. Это уже сколько сижу тут. Сплавляюсь все веслом. Короче, я поймал одного хариуса. Вот так. Зацепилась у меня второй номер. Ну что-то, я не знаю, какой там блесна. Не то мепс, не то фиг знает что. Ну, хариусок такой хороший попался вон. Не думал, что мне повезет. Так что надо рыбачить, и всем повезет. Рано или поздно. Вот так. Еще крупнее у Дениса там одна рыба ушла. Ну и этому рады. Хороший экземплярчик. Какой-то пацанчик еще у меня тут клюет, ребят. Я решил поплавком попробовать. Там блесна зимняя тоже стоит. Ну, сейчас, может, кого-то и поймаем. Вот глубину только определить, насколько глубина тут. Или мелочь поддергивает там. Все, ушла. Да, 2 подхода и камеру включишь и все. Боится камеры рыба. Вот поэтому мы мало снимаем. Не везет под съемку поймать что-нибудь.
Спустились чуть ниже. Вон там мы повыше рыбачили. Здесь тоже хороший перекат. Течение хорошее. Там яма ниже, но молчит рыба. Тишина. Ладно, поплыли дальше. Когда есть, он долго не задерживается, сразу на крючок. Хороший бросок. 9 баллов. Мелкие прыгают, а брать не хотят. Сейчас, наверное, они нас видят. Светло сейчас. Идем дальше. Блин, как горная река. Очень даже похоже. Вот такой порог интересный получилось. Там бревно лежит. И такой напор воды идет. Очень даже красиво. И в наших реках мало таких перекатов, но все равно радуемся, как дети, я не знаю. Красиво. Вообще все красиво. Тайга, воздух и миллионы комаров. Вот так вот. Поплыли дальше. Писален. Ух, думал, все. Течением унесло нас. Вот такое хорошее место. А там уже все мелководье. По пути я заметил утку. Он плавает. Конечно, резкость там не фокусируется, кусты мешают. Одна утка там кушает. Кормится, в общем. Нужно, конечно, и попробовать выстрелить. Где-то метров 35, наверное. Или 40, наверное, чирок, как я понял. Ну-ка, мегатерма, чичила. Сейчас нормально поснимаю все. Заметила она меня. Посмотрим. Ну да, чирок. Чирок, наверное. Сейчас взлетит. Вон он. Нет, не похоже на чирка. Или чирок. Все, спрятался. Дальше поплыл. Не то чирок, не то фиг знает.
кормится, пофиг ему. Вон. Поплыл дальше. Или свиясь. Что-то нос, как будто клюв. Все, взлетел. А, там несколько штук их было, оказывается. Несколько штук. Ну да, взлетели. Сейчас там вылетят, наверное, вот тут. Нет? Где они? Или на другой конец они сели. Сейчас, наверное, я с ружьем схожу. Я на другом конце озера. Вон там, короче, как сказать, чирок был под этим кустом. Вон волны идут. Не успел ничего сделать. Улетела. И тут следы лосины тоже летние. Бродили, видимо, когда-то. 2 штуки, оказывается, чирки были. У меня сомнение такое было, что как будто не то на гоголя, не то на связи. Одной расцветки сейчас они, только по клюву можно еще более определить. У некоторых пепельного цвета такие, у кряквы желтоватые. Вот так. В общем, удалась, улетела утка. Улетела утка. Так. Вот и река. Блин, жарко она. Спотел. Первый привал. Первый привал делаем. Чай попьем, отдохнем. Немножко потеплело на улице. Надо раздеться лучше. Вот так. Колбасный. Колбаса ценная. Уйди. Бабье лето. Соль на Денис. Там на колбасы нет. Кушай. Айда, фу. Айда. Наконец нашенешь. Или что? Пукала. Пукти. Меня, айда. Хариус рыба нежная, и чтобы не испортилась, надо быстренько почистить и засолить. Иначе она быстро портится. Становится мягкая и так,
кости сразу от мяса начинают отделяться. И мясо отделяется от костей, как правильно. Ну уйди, Айда. Вон. В общем, на больше и не рассчитывали, в принципе. Что поймали, поймали. Еще порыбачим. И в планах еще у нас зайти на одно озеро. Там попробовать еще. Попробовать там еще щук половить. Не знаю, что получится. А что получится, увидите. Что и как. Нож самодельный, не раз уже показывал, из полотна